Моим друзьям, с кем пройдено немало таежных испытаний и тревог. Будто кто-то сложил из кусков тишины золотое молчание леса и вложил, будто в струны в иголки сосны, тишины музыкальную пьесу. А безмолвие – вечный лесной дирижер, только сердце ту песню услышит и летит над тайгой то минор, то мажор. Если лес не поет, он не дышит. Для меня ничего не существовало, когда было открытие охоты на уток. Я мог уйти со школы, я мог уехать с института, хотя мне могли сказать, мы тебя исключим там и так далее. Практика была на заводе, мне говорили, и вот если ты не будешь работать в это время, я говорю, ребят, я на охоту, на открытие охоты еду, на уток. Это праздник, это красота. В 9 классе написал первое стихотворение. На охоте тоже стоял, зорька летала. А потом у меня родители были, и мама, и отец воевали. Отец в Сталинградской битве был ранен. Вот это патриотическое воспитание, но оно было не только у меня, оно было у всего поколения. Когда я начал писать стихи, для меня патриотика была, это вообще что-то. Я помню, пришел со школы, это 9 класс, тогда был журнал «Юность», я не знаю, он сейчас есть и нет для нас, для молодежи. Я открываю, и написано «Картина пассан Сапкова до бессмертия шаг». И стоит с гранатами, наш солдат, и танк идет. И у меня тут же, не знаю откуда, до бессмертия шаг, лишь один только шаг, сердце гневно клокочет в груди, и нельзя отступать сзади Родина мать, грудью встать у врага на пути. За плечами солдата Россия, танк пойдет, его нужно взорвать. И была вся надежда на сына, грудью ставшего с парой гранат. Вот мне было сколько там, 15 лет или 14,5. Когда учился в институте, у нас была газета институтская «Механизатор», совершенно не связана с романтикой никакой, с поэзией. И я там постоянно печатался, да. Потом в районной газете печатался. Когда приехал в Покровск, тоже в районной газете печатался. И у меня было внутреннее такое чувство, что если это нравится людям, я должен это продолжать. Ведь многие пишут стихи, очень многие, в юности, когда влюбляются, неважно, там, в девушку, в природу, в охоту, а потом просто бросают. А талант ведь у многих, поэтический, заложен очень серьезно. Они просто бросают это дело. Это труд, это где-то не хочется. Но меня супруга в этом очень сильно поддерживала. Но когда он уходил на охоту, а это был ноябрь месяц, когда действительно настоящие туманы, настоящий мороз, и мне приходилось с этой флягой и с топором за 300 метров ходить за водой в колонку. Почему топор? Потому что там такая намерзала скала льда, что ее нужно было сначала вырубить, прежде чем набрать воды. А потом эту флягу по трассе перетягивать, эту тяжеленную флягу. Вот шла, пела, когда плакала, тащила, а дома орал ребенок, который хотел, мамы не было, вот все. Поэтому муж мне очень благодарен за то, что я его, в общем-то, ценила его желание, его вот это хобби, которое его мучило изнутри. И когда, что он туда хотел, в эту тайгу, он там жил, он приезжал, столько стихов там писал, приезжал с такой энергией. Вдохновение и муза для меня – это заставить себя работать, заставить себя сесть и написать стих. То есть не существует для меня такого, это что вдохновение, что вот придет и сделаю. Нет, сел и написал. Вообще, когда я ходил в тайгу, вот первый раз пошел, я вынес оттуда там около 50 стихов, я был 45 суток в тайге. Так получилось, что у меня напарник заболел, а я остался в самой дальней избушке, потом выходил. Трудный был переход, это был второй выход в тайгу, я вообще практически ничего не знал. Вот я оттуда вынес много стихов, я заставлял себя их писать. Я просто заставлял себя писать. Сидел, а они не идут. И вот это муки творчества, да.
Вот я их испытал, есть. А с годами, со временем, знаете, сейчас признаюсь, как-то легко. Вот это самое высшее, чему я радуюсь в жизни. Вот это высшее для меня, ну, высший кайф, высшее удовлетворение, то, что даже, может быть, не такое, как я в работе чего-то достигну. Ну, это несколько другие измерения, разные они, да. Даже слезы порой наворачиваются на глазах от сентиментальности от этой. Помню, Борисов Андрей Савич, знаете его, да, глыба наша якутская, вот, в культуре. Он говорит, у тебя стихи такие легкие, как ручеек течет. А что ты пиши эти пьесы в стихах? Все, я поехал, написал в стихах. Скажи, бывают в мире чудеса? Ответишь мне, конечно, не бывают. Роса зари и луч рассвета звонкий, а сердце стук, качающая кровь, усталости и отдыха не зная, а дети — наше чудо, а любовь, которой нет ни глубины, ни края. Ответь же мне, не чудо ли все это? Это обычно бывает перед сном. Как бы ты когда спать ложишься, и начинаются у тебя эти мысли, хоп, и начинаешь там строчить, там типа стихов, там какие-то там прозы, там. И либо ты уже целенаправленно уже думаешь, что это должна быть такая песня. Песни, они как бы рождаются от того, что тебя в какой-то момент волнует, то, что окружает вокруг, да, вот, и у тебя какие-то мысли в голове крутятся, как бы вот что-то волнует именно, и появляется какие-то поток мыслей, и ты начинаешь уже писать. И хорошо, когда гитара, ну, рядом, ты начинаешь там наигрывать аккорды, и у тебя тоже могут пойти мысли, и начинаешь что-то петь там, и сразу там тетрадь, ну, ручка, и взял, записал, и получается так песня. На улице идет дождь, и я иду босиком. Я уже понял, что в 14 лет, если я уже написал первую песню, и по сей день я вот пишу. Короче, пошла эта тема такая, то что одному понравилось, второму понравилось, и так далее, и так далее. И, конечно, каждым годом у тебя песни не меняются, да, по характеру. То есть ты когда в 14 лет такие писал песни, потом 20 лет такие, и уже ближе к 40 ты уже начинаешь там про жизнь, там что-нибудь такое, более серьезные песни. А первая песня, она такая вот, дворовая, там, то, что вот бегали там мальчики, там, хулиганили, разбили окно. Я, написал такая с юмором песня. И вот это, и от этого и пошло мое творчество. Как бы одна песня, вторая песня. Родился в городе Среднеколымске. В 1998 году я поступил в музыкальное училище, в городе Якутск поехал. И после окончания музыкального училища я переехал в город Мирный. Вот, после города Мирный я переехал в Санкт-Петербург. Так вот все по цепочке. Вообще в Питер я мечтал с самого детства. Небесный свет, а над городом жжет. 90-й год, когда великий музыкант Виктор Цой собирал стадионы, и в тот момент, я помню, мне мама говорит, что вот Виктор Цой поет по телевизору, а мне было тогда 10 лет. И потом позже я узнал, что он погиб, но и как-то он меня очень зацепил. Я вот изучил всю литературу Ленинградского рок-клуба, всю биографию Виктора Цоя. И у меня уже в школе появилась такая мечта переехать в Питер. И у меня вот по сознанию это всегда было, что надо поехать в Питер, переехать в Питер. И вот я считаю, что мечты сбываются. Вот. И вот уже 42 года я уже этим счастлив и горжусь, что живу в таком прекрасном большом городе.
вот Питер, столица русского рока, и вот тут играет музыкант. Я играл в переходах в метро в Питере. Вот. Я играл на улицах тоже летом. Это 2013-2014 год. И какой-то такой момент, что мы, как бы наш заработок был, как халтура типа. Группа называется «Другие планы». Записали 3 студийных альбома в Питере. Также снимаем клипы и сейчас работаем над новым альбомом. Эта осень наступила слишком рано, эта осень наступила слишком рано. Это песня про Питер, можно сказать, что эта осень наступила слишком рано. Я как бы описываю Санкт-Петербург, то, что меня связало эта осень. И эта песня наша такая самая такой гвоздь. И помимо песни «Осень» я уже написал песню «Весна». Тоже там я просыпаюсь этой весной, слышу крики чаек над Невой. Я просыпаюсь где-то весной, слышу крики чаек над Невой. Несмотря на то, что я живу в Санкт-Петербурге, но я считаю, что моя настоящая родина – это Якутия. И я очень горжусь, что родился и вырос в Якутии, поэтому родина есть родина. Я также кормлю огонь по традициям якутским, на шаманизм верю. Вот у меня даже дома есть шаманский бубен. Да, вот у меня стоит, есть варган, ну, есть хамус, то есть наш якутский. Вот так. Такая атрибутика наша. Поэтому я всем передаю привет большой, всей Якутии, городу Якутску. Большой, конечно, привет городу Среднеколымску, городу Мирному. И поэтому мой адрес – это Якутия. Знаете, я просто, что называется, одной ногой нахожусь в Академии молодых певцов Мариинского театра, а другой ногой уже в Мариинском театре непосредственно. Кто-то предпочитает объявить меня как солиста Мариинского театра, кто-то как солиста Академии молодых певцов Мариинского театра. Порой добавляют заслуженный артист Республики Саха-Якутия, приятное звание, которое я получил пару лет назад. Любовь к музыке у меня была с детства. Но желание заниматься ею, конечно, пришло позже, когда я немножко уже понял, что это такое вообще. Пока в детстве, конечно, я понимал, что я здесь в Якутске родился, хочу всю жизнь здесь прожить, и я ничего не люблю так, как люблю это место. Свою музыкальную карьеру, да, вообще, как бы первые шаги, все начиналось с ДШИ. Ну, площадь Ленина, значит, стекляшка наша, вот эта известная. Там в тот момент, когда мне всего 4 года еще, или где-то 5 уже было, объявляется набор в хор мальчиков при президенте Республики Саха-Якутия. Ну, что могло быть круче еще на тот момент, и для мамы, как вот она видит, как я в детстве там сижу, слушаю пластинки на граммофоне, где-то что-то напеваю, естественно, подпеваю, и она понимает, что ага, ну вот музыкально слышит, ритм есть, ощущения. И пошли мы на прослушивание. Да, пластинки он слушал, сказки, песни Румянцевой, Надежды, и очень ему нравилась Анна Герман. Музыкальное знание он начал черпать в хоре мальчиков, посещая детский сад. Когда дети спали в тихий час, мы приходили, его брали на занятия в хор мальчиков. Потом дети просыпались, Гриша приходил, опять у них тут полники, все. И вот таким образом он учился в хоре мальчиков.
Почему вот я, наверное, выбрал в итоге оперу, да, и больше акцент делаю на ней все равно? Потому что это то искусство, которое все время требует вложений. Когда я начал петь в Мариинке, это было очень тяжело. Потому что я рос, ну, все знают, что наши дворы в Якутии, мы там бегали, играли казаки-разбойники. Не всем понятно, но в Якутии знают наши дома на сваях, сколько мы там под этими домами лазили, на крышах, где-то во дворах, там, в каких-то болотах, господи, все только не лазили. И тут вдруг тебе надо оказаться лондонским денди и несколько часов производить впечатление, просто чтобы все, вау, какой джентльмен, ну где? Вот, я же не рос с этим всем. У меня же не было какого-нибудь там учителя, там, француза, который мне объяснил, как держаться, как что. И поэтому это все время держать осанку, ни в коем случае там, не расслабиться, там, не свалиться на одну ногу, на другую. Каждый выверенный жест. После первого спектакля вышел, у меня болело все просто. У меня жутко болел пресс, потому что, ну, надо было все, чувствую, сутулись. Ну нет, Онегин так не мог, раз сломал себе спину, пошел. Ну, в общем, не знаю, для меня это большое испытание всегда. Все приходит к тому, что вот в жизни как ты хочешь, так оно и бывает. Я в этом уверен. Просто надо научиться, наверное, хотеть правильно. Я не могу без тебя жить, мне в дожди без тебя сушь, мне в жару без тебя стыть, мне без тебя и Москва глушь. Для нее он навсегда покинул дом, для нее он все на свете позабыл. Ну, я не знаю, меня она так трогала в детстве, вот в моем вот этом в школьной юности. Предлагают, говорят, а вот есть вариант спеть с Зарой дуэт. Супер, круто, интересно. Есть вариант спеть с Львом Лещенко. Ну, фантастика, я его слушал на пластинках и балдел там от каких-то композиций его. И солнце всходило, и ранга цвела. Все было, и любовь была. Пылали закаты, и ливень бил стекло. Все было, и любовь была. Я вот в этих стенах познакомился с Иосифом Давыдовичем Кобзоном. Тогда он тоже интересные советы дал, там, поизучать советскую антологию советской песни. Для меня подарок судьбы, что сказать, встретиться с такими людьми. Я никогда не рассчитывал на это, я никогда не представлял, что там, я хочу вот встретиться и спеть дуэтом с Тамарой Гвердцитель. Никогда ни о ком вот из знаменитостей так не думал. Но вот жизнь нас сталкивает, и это всегда такие приятные знакомства. Якутск, Москва, соединенные сердцами, верность дружбе сохраним веками. Я не якут по национальности, да, когда вот ах, какой наш, вот поддерживаем. Я вот вроде другой, но все равно свой. И также там все для меня свои. Конечно, мне дороже всего именно то, что вот эти комментарии, которые я считаю, Махтал там. Ну вот безумно я восхищаюсь Аленой Утай. Я мечтаю, что мы когда-нибудь сможем сделать какую-нибудь коллаборацию. У меня сразу в голове Алена, еще несколько музыкантов, и мне кажется, мы можем какую-нибудь такую интересную коллаборацию сделать. Хомус — это моя жизнь, это мое лекарство, это моя отдушина, это мой смысл, моя миссия — заявить миру о этом прекрасном крае, об Якутии. Мой папа, являясь связистом, был направлен на работу в Якутию, в город Алдан. Это было 81-82 год.
Папа приехал в Валдан, в угольный город, проводить связь. И он приехал один. Он работал, писал маме письма настоящие, бумажные. Они познакомились уже взрослыми людьми. Мама на тот момент уже была матерью 2 детей. У нее уже был за плечами первый брак. И папа вот такой у нас герой, женился на женщине с 2 детьми, взял под свое крыло, под опеку. И, видимо, чтобы вот содержать семью большую, он согласился вот ехать на север, работать. Мама его сидела, ждала и приехала к нему в Валдан с моим братом, с Петей. И вот они, когда переехали в Якутск, им дали квартиру в радиоцентре. В то время ведь все давали за заслуги перед Отечеством. Дали 2-комнатную квартиру, потому что папа не знал, что мама ждет меня. Так бы 3-комнатную получили. Но уже дело было сделано. И мама ведь сама меня не ожидала, что в 40 лет вот такой сюрприз случится. Вот как бы в Якутии. Якутская земля подарила маме еще одного ребенка в 40 лет. Несмотря на суровость нашего края, родители так влюбились в Якутию. Ходят, да, городские легенды, как говорится. Кто-то говорит: о, наша Аммакыга, Амгинская, думают. Кто-то говорит: Покровская же. Ну, потому что там много таких, в принципе, да, Баганайдар, и говорящих по-русски, по-якутски. И есть Алекминская, говорят. Кто-то Анабыр говорит. У меня прям многие районы уже своей считают. Я говорю: неплохо. А на самом деле я родилась в Якутске и выросла. Мама видела, что я одаренный ребенок с самого детства. Я первое стихотворение написала в 6 лет, уже с чувством рифма, уже строфа сложенная. Мама очень удивилась, что в 6 лет я уже стихи пишу. Я прибежала к маме, мы картошку чистили на Новый год, тогда сидели. Я говорю: мама, я стихи написала. Я очень способная была, и мама понимала, что я особенный ребенок. И петь, пожалуйста, танцевать, и все красиво, и рисовать, и стихи вот писать вдруг начала. Летит сквозь время вдохновение, в открытое окно влетает птицей и помогает в суете дневной забыться. Он околдован красотой музы вдохновения, берет перо, садится в тишине забвения и начинает создавать свое творение, о музе, прилетевшей как спасение. Очень к творчеству тянуло меня, сильно к творческим профессиям каким-то. И мама, конечно, подумала, что высшая школа музыки для меня будет идеальное место. И она не ошиблась. Люди, профессора же сидели все-таки, ну, наши самые такие элита музыкального училища, будущие педагоги высшей школы музыки. И тут, наверное, это детство и закончилось. Сказали: девочка очень одаренная, надо брать, берем на класс фортепиано. О, какое красивое название, фортепиано. Такое длинное. Давайте фортепиано, сказала. Надо понимать, что специфика высшей школы музыки была для детей из улусов, поэтому это школа-интернат, чтобы дети могли жить там в школе и обучаться. Городских особо не брали. Ну, дети из далеких улусов, талантливые, действительно самородки, плохо говорили на русском языке, они чисто по-якутски говорили. А я, разумеется, не говорила на якутском, но мы жили-то в одном коттедже. 6-7 человек под одной крышей. Таким образом произошел обмен языков. Я никогда не отличала внешность, что у нас разная, да, может быть, или что мы на разных языках говорим. В детстве это по-другому. Ты не разделяешь, не отличаешь и не выделяешь что-то особенное. Дети да дети, да, одно племя. И поэтому так вот якутский язык вошел в мою жизнь, и мне разрешали посещать уроки якутского языка. Обычно русских детей освобождали, а я оставалась всегда сама. Мне самой интересно было, меня никто не заставлял. И вот так вот постепенно, как-то играючи, с помощью вот этих проводников, так сказать, ангелов, Евдокия Михайловна, Василий Давыдович, Альбина Михайловна Дегтярева со своим кружком Хамуса. Вот это 3 личности, которые сформировали во мне саха. И поэтому якутский язык для меня всегда был, есть и будет родным. И дай бог мне удастся заставить своих детей тоже говорить на якутском. Я хочу, моя цель, моя миссия, вот как также говорит наш первый президент Михаил Ефимович, престиж держать нашей республики все выше и выше, чтобы знали во всем мире о нас, о наших талантах. У нас очень много талантливых людей. И вот я хочу, чтобы в мире перестали задавать вопрос: а где это Якутия, а кто такие якуты?